У входа в здание учебного центра главу Тувы встречали учащиеся военно-инженерного института. Они и составляли основную часть молодежи, пришедшей навстречу. Поприветствовав ряды военных студентов, Шалбан Караул вместе с командой министров, которые также находились в Красноярске на экономическом форуме, направились к месту собрания. Первым делом глава Тувы рассказал молодежи о прошедшем в Москве совещании о социально-экономическом развитии нашей республики. Определяющим фактором развития Тувы, отметил глава, это транспортная доступность, в частности строительство железной дороги и повышение статуса аэропорта Кызыла. Шалбан Караул в диалоге со студентами говорил и о других, не менее важных моментах жизни республики. Біздердің болса, жер жұртыбызға болса, ұрударыбызға, школаларны, садиктерні, оруқтарны, пажың балғатқа болса, ергізлер придуарында болса, ажылда болған ашқазын екеп тұр ожылуған. Біздер түренгі байдалы жерлі жұртта ожылуг біз. А причиной того, что мы являемся одним из отстающих регионов, является, как вы думаете, что? Молодец. Транспортная доступность, отдаленность. Из-за того, что у нас только одна автомобильная дорога и 400 километров нужно на машине везти товар, он становится дороже по сравнению с Хакасией и Тувой уже на 40%. И чем дешевле будет стоимость транспорта, который довезет до нас этот же самый товар и услуги, тем это лучше. На самолете одна стоимость, на машине другая, на железной дороге третья. И ничего простого здесь или сложного нет, что железнодорожный транспорт является самым дешевым со всех видов транспорта. В этом отношении действительно железная дорога нам даст иные цены, иную стоимость жизни. И это надо понимать. Явившиеся навстречу ребята пришли не по чьей-то указке, а, как они сами говорят, из-за интереса к данному собранию. Интерес к проблемам республики и как власти их решают, какие меры, шаги делаются, все это говорит, что молодежи не безразлична судьба родной республики. Для меня сегодня это большая возможность увидеться со всеми студентами Красноярского края, в общем, и встретиться с главой нашей республики, с Шалбаном Валерьевичем. Я сама хорошо учусь, у меня, получается, это 4-й семестр, и я горжусь тем, что я все 4 семестра закрыла на отлично. Вот. Сама не являюсь общественным членом Красноярского тувинского землячества, но, в общем, все наблюдаю и смотрю, как ребята стараются послушать, узнать новое о предстоящих планах Республики Тува и цели, будущее. И как я, будущий экономист, хочу узнать о экономическом развитии нашей Республики Тувы. В этой встрече я узнала по социальной сети, а узнать хочу от самой главы Республики Тува что-нибудь полезное для своего будущего. Вот. Директор военно-инженерного института отметил, что тувинские студенты показывают себя лишь с положительной стороны. Некоторых ребят он отметил перед главой Тувы особенно. Руководитель вуза только за, когда ребята из Тувы поступают именно в этот институт. На данный момент у нас уже проходит обучение 113 курсантов. Я могу только сказать положительное. 15 человек у нас учатся только на отлично. Нарушения воинской дисциплины практически нет. То есть это благодаря тому, что здесь также мы им создаем все условия для занятий спортом, для занятий учебой, потом работа непосредственно с хоралом, работа с родителями, работа непосредственно с главой республики Шалбаном Валерьевичем. Я ему всегда звоню, если какие-то проблемы есть, он очень болезненно реагирует, если это вдруг какие-то нехорошие вещи. Но в последнее время я звоню только по хорошим вещам. Положительные высказывания от руководства института подкрепились и хорошими отзывами от самих студентов. Несмотря на всю сложность учебы, тувинские студенты подтверждают заработанное доверие своей дисциплиной и отличными результатами в учебном процессе. Условия очень хорошие. Нас утром всегда утром построение, учеба и так далее. Учиться сложно. Поначалу было сложно, сейчас уже более-менее нормально становится.
Как с преподавателями общение? Преподаватели. К студентам как относятся? Да, они очень хорошо относятся, нас любят. Сначала было трудновато, там задают много домашних заданий, но мы как бы приспосабливаемся. Вот. Сейчас легче становится учиться, поэтому вот. Условия тоже очень хорошие, общежитие хорошие, там, комнаты. Каждое утро построение, как обычно, учеба. Учеба, до обеда иногда бывает. И после обеда есть свободное время для своих дел. Например, физической культурой заняться. Как преподаватели? Преподаватели очень хорошие, вежливые, обращаются очень хорошо. Завершая мероприятие, заместитель министра образования Тувы Чайгана Мангуш огласила собравшимся об учреждении в этом году именной стипендии главы Тувы. Ежегодно 10 человек, которые пройдут отбор по итогам летней сессии, будут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение учебного года. Согласно положению, это, конечно, в первую очередь отличная учеба должна быть. Во-вторых, это участие в каких-либо научных исследованиях, участие в международных, всероссийских, региональных олимпиадах или соревнованиях.